С одним из них, режиссером Иналом Шариповым, мы поговорим о том, как выстраивается культурная иерархия в современной Чечне. Наш собеседник, насколько я знаю, находится сейчас в Бельгии. Инал, вы слышите меня? Да, добрый вечер, я слышу вас. Расскажите, пожалуйста, что представляет собой официальная культура в Чечне и существуют ли действительно культурные диссиденты? Вот, как я понимаю, именно таким являетесь вы. Ой, сложно сказать по поводу, диссидент ли я или нет. Ну, просто как режиссер я нахожусь там, где у меня есть проекты, и существую там, где могу работать. Что касается моего нахождения в Чечен-фильме, в том проекте, который мы начали делать, и несколько лет назад, то, что я пытался делать в республике, это, конечно же... А что это был за проект? А дело заключается в том, что мы с Ильей Авраменко написали сценарий по рассказам Антона Павловича Чехова и выиграли тендер на частичное финансирование в Министерство культуры Российской Федерации. Вот, это, я думаю, что это очень хороший сценарий и очень хорошая идея экранизации. То есть это мы, так скажем, даем возможность продолжить жизнь чеховским героям в современной России или в современной Москве. Ну, то, что изначально было, нам было интересно. Вот. Ну, проект не состоялся, понятно почему, потому что сегодняшняя культура или все культурологические процессы, которые сегодня существуют в республике, они неразрывно связаны с тем правительством или с той властью, которая существует в республике. То есть они должны быть посвящены этому правительству, этой власти? Почему Чехов не вписывается в эту парадигму? Да, абсолютно верно. Чехов не вписывается, потому что он не в том селе родился. Поэтому он родился в Таганроге, а он должен был в Чечне родиться в правильном селе, и поэтому тогда, может быть, жизнь у него, то есть проект мог бы и состояться. Но сегодняшняя, вся культура или культурологические какие-то проекты или те акции, которые в республике выражаются, знаете, диалогом двух персонажей из фильма Данелия Кинзадза, когда один говорит: «Я очень люблю господина Паже», а второй говорит: «Я еще больше люблю Ку». Поэтому все, вот если коротко, то все проекты, они как раз укладываются вот в этот маленький диалог, что надо показать признание или подчеркнуть то, что власть дана от Бога, и уникальность власти. Ну, в принципе, это и понятно, потому что если мы проанализируем, что такое сегодняшняя власть в республике, то мы понимаем, зная, из чего состоит власть и какие представители олицетворяют власть, то мы будем знать, какие идеалы там проповедуются, и какие нравственные устои существуют, и к чему идет вот все эти культурологические процессы. Скажите, ну тогда какие же фильмы снимаются на Чечен-фильме? Снимается ли там что-то? Вы знаете, я давно, Чечен-фильм, по-моему, уже закрыт. Та студия, в которую я возглавлял, она уже давно не работает, она закрыта, то есть мне пришлось уехать. А все, что там сегодня снимается под с названием Чечен-фильм, это ко мне никакого отношения не имеет. Это открыли акционерное общество или я не знаю там какое-то, и снимают вот такие. Я очень люблю господина Паже, вот такие вот фильмы, какие еще могут они сниматься. Ну, в нашем случае не надо говорить, я очень люблю академика, а не господина Паже. Чеченцы испытывают дефицит информации извне альтернативной культуры? Или настолько так недавно они живут более-менее спокойно, что им не до вот подобных размышлений? Вы знаете, я считаю, что абсолютно совершенно две разные ситуации за пределы Чеченской Республики и в Чеченской Республике. В Чеченской Республике, вы знаете, да, вот все эти акции, там 100 тысяч человек, когда выгоняют на улицу под дулами автоматов, чтобы поздравить Владимира Владимировича Путина с днем рождения, вот, и такого рода акции, они, естественно, травмируют людей и загоняют в
в подполье даже, сказать, знаете, ну, сейчас уже собираются, настолько дело дошло, что собираются там сейчас в каждой аудитории, там, в каждом в классе посадить какого-то там представителя, чтобы контролировал любое инакомыслие. Но мы же знаем, к чему все приходит, что рано или поздно, как бы хоть на каждую кухню посади там цензора или человека с автоматом, рано или поздно это все приходит к катастрофе. И сегодняшние вот эти акции, подчеркнутые акции признания любви. Я понимаю, как трудно найти слова в этой ситуации. Нет, вы знаете, я могу и более откровенно говорить, я просто пытаюсь высказаться интеллигентно, но на самом деле все, что, если говорить откровенно, то на самом деле все, что происходит в республике, это такой театр абсурда. Если вы вспомните там такую пьесу Ионеско «Лысая певица», помните, когда господин Смит говорит, неделя состоит из 3 дней, вторник, четверг и снова вторник. А госпожа Смит говорит, когда услышала, что 17 раз пробили часы, а она говорит, ой, сейчас 9 часов. То же самое, вот я вот снимал фильм про Чехова, а вот господин Дукваха Абдурахманов, председатель парламента, недавно заявил, что я, оказывается, снимал фильм про Ахмад Хаджи. И поэтому, вот видите, вот такой абсурд. Я говорю, вот я снимаю Чехова, а там это озвучивается, как что это Ахмад Хаджи. Поэтому вот такой абсурд происходит, поэтому очень много об этом можно говорить, но печальная сторона этой ситуации заключается в том, что, конечно, из людей делают таких механизмов, да, такие механизмы, биологические механизмы, которые должны просто вот как такие роботы повторять мантру какую-нибудь и восхвалять там святое семейство или читать «Отче наш». Спасибо. Вот такая вот ситуация с культурой, с официальной, а другой нету в той самой-самой герметичной республике. С нами на связи был Инал Шарипов, чешский кинорежиссер, который